Но в этом году в Якутии вводятся рекордные 126 километров федеральных автомобильных дорог, среди которых наибольшую важность имеет трасса Лена. На днях состоялась торжественная сдача сразу 4 участков этой дороги. С подробностями Виталий Абрамов. Федеральная автомобильная дорога Лена – это основная транспортная артерия Якутии. Она связывает автотранспортную систему республики со всероссийской сетью автомобильных дорог и имеет огромное влияние на экономику и жизнедеятельность Якутии. Мы помним, в каком состоянии была эта дорога, и сегодня, вот благодаря тем решениям, которые приняты на уровне Минтранса России, на уровне Росавтодора, идет масштабная реконструкция федеральной автомобильной дороги Лена. В этом году вводится только 73 километра по территории республики. Я думаю, это только начало. Настрой у дорожников серьезный. Каждый год они намерены сдавать не менее 100 километров высококачественной асфальтированной дороги на Лене, чтобы к 2020 году завершить все строительные работы. Мы, конечно, относительно недавно сдали трассу Чита-Хабаровск в 2010 году. Нам есть чем гордиться. Наша следующая задача – это все-таки сделать Лену также очень достойной дороги, чтобы она отвечала самым современным требованиям. На этих участках работают 3 подрядные организации – ОСРП, Дороги Саха и Труд. Станислав уже 7-й год работает в ЗАО «Труд» и за свою практику объездил весь юг Дальнего Востока. Но и от Якутии ждет многого. Сейчас, конечно, мы продолжаем работать на автомобильной дороге Лена. Ну, дальше хотелось бы, конечно, разные, тоже побывать в других местах. Там, на Сахалине, например, там, либо тоже та же Колыма. Кроме этого, на днях дорожники сдали еще один участок уже на автодороге Амга. С учетом введенного отрезка до соединения с поселком Усть-Мая остается лишь 47 километров. Да, протяженность дороги от Амги, от поселка Амга до Усть-Маи, до поселка Усть-Мая 175 километров. Но сегодня построено всего 90 километров, из них со стороны Амгинского района и 25 построено со стороны Усть-Майского района. Этот участок дороги начали строить еще в 1999 году. За эти годы дорожники через девственную тайгу проложили более 90 километров дороги. По плану строительство должно завершиться в 2017 году. 3 километра мы этим летом, осенью ездили только на танкетке. А так завозить, чтобы барьерное ограждение, это уже нужна дорога, на машинах привозить. То пришлось сделать вот 3 километра дороги. Таким образом, в настоящий момент у дорожников идет время сдачи пусковых объектов. Сегодня сдается в эксплуатацию мостовой переход через реку Макуя в Усть-Майском Улусе, а 28 числа состоится открытие самых сложных участков федеральной дороги Колыма, желтого и черного прижимов. Виталий Абрамов, Виктор Алексеев, НВК Саха, Хангаласские Усть-Майские Улусы.